Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Президентка Майя Санду приветствовала в Кишиневе министра обороны Франции. Депутаты Народного собрания Гагаузии собираются на внеочередное заседание. Что в повестке дня? В Молдове ужесточены санкции для нетрезвых водителей. Александр Стайногло освобожден от должности генерального прокурора. Кандидаты могут назначаться в примарии, а также в городские, общины и сельские советы. Президентка Майя Санду приветствовала в Кишиневе министра обороны Франции Себастьяна Лекарню, с которым обсудила прекрасную динамику дружественных двухсторонних отношений и укрепление обороноспособности нашей страны, передает пресс-служба президента. По словам главы государства, это первый визит министра обороны Франции, что показывает высокий уровень доверия между нашими странами. Президентка поблагодарила министра Лекарню за решительную поддержку, оказанную его страной на европейском пути, а также за поддержку, оказываемую укреплению национальной безопасности и обороны. В связи с войной на границе поддержка Франции в сфере безопасности поможет нам быть более устойчивыми к вызовам и будет способствовать построению более сильной и единой Европы. Президентка отметила, что Франция является надежным другом и что Молдова ценит эту дружбу, которая помогает нам прогрессировать и укреплять нашу демократию. Депутаты Народного собрания Гагаузии примут поправки в закон об исполкоме, утвердят закон о центральных отраслевых управлениях исполкома, рассмотрят отчет об исполнении бюджета за первое полугодие, распределят средства капинвестиций, деньги школам и средства из резервного фонда. В проекте вопрос утверждения устава и штатного расписания агентства печати «Экспресс-Канон», утверждение членов наблюдательного совета ГРТ. Заседание пройдет в четверг, 28 сентября в 14:00. Лица, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения, превышающие максимальную степень, установленную законом, а также передающие управление автомобилем лицу, лишенному права управления транспортным средством, а также лица, садящиеся за руль в состоянии лишения права вождения, рискуют остаться без автомобиля, сообщает Е-Ньюс. В полиции уточнили, что на основании приказа утверждена инструкция по применению статьи Уголовного кодекса Республики Молдова в части специальной конфискации транспортных средств в ходе уголовного процесса. Специальная конфискация применяется судом по ходатайству следователя. Следователь лишь констатирует факт, а позже потребует от суда применить меру пресечения – специальную конфискацию транспортного средства. Инспекторат полиции рекомендует водителям соблюдать ПДД, чтобы не попасть под спецконфискацию. Президентка Майя Санду подписала указ об освобождении от должности генерального прокурора Александра Стайногло, который ранее был отстранен от данной должности, передает Зиарул Дегарда. Как говорится в пресс-релизе администрации президента, учитывая, что принятие судами решения о законности увольнения Александра Стайногло затягивается, подписание указа происходит в контексте рекомендаций Европейского Союза по обеспечению замены генерального прокурора и обязательств Республики Молдова по выполнению условий системы правосудия. По результатам рассмотрения отчета комиссии по оценке генерального прокурора Александра Стайногло, составленного 5 мая 2022 года, Высший совет прокуроров своим решением присвоил работе Александра Стайногло в период исполнения им обязанностей генерального прокурора квалификацию неудовлетворительно и предложил президенту Республики Молдова освободить Александра Стайногло от должности генерального прокурора. Согласно закону о прокуратуре, президент Республики Молдова издала указ об освобождении от должности генерального прокурора Александра Стайногло. Александр Стайногло был задержан 5 октября 2021 года. Он находился под домашним арестом до марта 2022 года. Против него были заведены дела по обвинению в пассивной коррупции, в ложных заявлениях в декларациях, за злоупотребление служебным положением и превышение должностных полномочий. Отстраненный генпрокурор отрицает все обвинения и не признает свою вину. Документ был подписан во вторник, 26 сентября, и вступил в силу в тот же день.
Все больше и больше граждан Украины хотят легализовать свое пребывание в Республике Молдова. Подробнее в репортаже ТВ Каушень. Не нарушить этот паспортный режим, вот, хотим вот так. Просто неохота вот это ездить то в Румынию, то там, тут на месте. Будет работа, мы, как позвонят на работу, мы приедем, сдадим эту карточку и отметимся и уедем. Потом опять, когда будем возвращаться, опять оформимся, если будет prevășat 3 месяца. Ucrainenii care au căutat adăpost în Republica Moldova în contextul conflictului din Ucraina sunt tot mai preocupați de înregistrarea corectă a șederilor legale în această țară. Una dintre cele mai importante întrebări cu care se confruntă refugiații este că ar trebui să solicite statutul de refugiat și ce drepturi oferă protecția temporară acordată de autoritățile moldovene. Unul dintre refugiați este și Vladimir, originar din Iliciovsk. A ajuns în Republica Moldova în iulie 2022, iar de atunci s-a stabilit în raionul Ștefan Vodă. Zilele trecute a făcut demersuri pentru a legaliza oficial șederea sa în țară. Acesta a căutat consultanță la autoritățile competente în această privință și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la statutul său legal. În iulie, вот я приехал, закончилась работа, побыл 2 недели, уехал на работу. Потом опять осенью приехал, да, в ноябре. В ноябре 2 недели побыл, опять уехал. И после Нового года, в этом году приехал 10 или 14, опять побыл 2 недели, уехал на работу. Просто не хочу, чтобы превысило 3 месяца вот это, взять время на эту защиту и как будет работа, опять уеду, а эту карточку отдам. Я работоспособный, получаю деньги, мне это не надо. Я буду оплачивать, мне просто, чтобы законно здесь находиться. Ну, здесь как-то ближе все, знаете, не легче. Оно, можно сказать, то же самое, что и дома. Разницы нет. Bărbatul a aflat că beneficiarii protecției temporare au dreptul de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova pe durata acestei protecții. Временная защита – это документ, который позволяет вам находиться на территории Республики Молдова до марта 2024 года легально, но есть одно условие, это что вы можете покинуть Молдову только на 45 дней в совокупности. Вот с дня, когда вы получаете защиту, до марта 2024 года. Ну вот я хотел поинтересоваться, если мне предложат вот через месяц работу поехать, я могу эту временную защиту прийти, это самое, к вам? Вы звоните на горячую линию, потому что временная защита дается нашим государством. Мы интернациональная организация, которая помогаем вам, чтобы вы смогли все эти шаги предпринять. Но если у вас случается так, что вы должны уехать, это не проблема. Временная защита просто аннулируется. Когда вы возвращаетесь, делаете новую. Да, потому что я так и хочу, если я уеду, я это самое аннулирую ее. Ну, да. И я потом опять вернусь, опять, да. Если это будем есть, да, есть такой момент, но пока вы должны ее сделать, потому что вы должны легализироваться на территории Республики Молдова, потому что когда вы захотите выйти, когда истекут эти 90 дней, то тогда вы получите административный штраф. Временная защита делается в 2 шагах. Это пререгистрация. Для этого нам нужен паспорт и документ, который подтверждает, где вы живете. И на данный момент вышел новый закон, и вы можете подписать декларацию об собственной ответственности. Вы декларируете, где вы живете, и тогда вы несете за это ответственность, если вы написали неправильный адрес или вы сказали ложь. Потом, после пререгистрации, мы с вами выбираем место, где вы можете пойти получить эту временную защиту в государственное учреждение. У нас на территории Республики Молдова их 12. Самый ближайший – это Хаджимус. Situația acestui refugiat reflectă dilema cu care se confruntă mai mulți ucraineni care au ajuns în Republica Moldova în căutarea siguranței și protecției. Îngrijorările cu privire la legalizarea șederilor și accesul la drepturile corespunzătoare îi determină să caute informații și consultanță de la organizații umanitare și autorități locale.
взял временную защиту. Я просто не хочу нарушать этот паспортный режим и находиться здесь на законных основаниях. Такое вот. И просто, чтобы пройдет 3 месяца и надо будет выезжать, где-то ездить, кататься. А так я оформлю временную защиту. Если буду уезжать, я ее сдам назад, аннулирую. Такое. În contextul creșterii numărului de refugiați ucraineni din cauza războiului din Ucraina, autoritățile moldovene lucrează în continuare la îmbunătățirea procedurilor și a resurselor disponibile pentru refugiați, cu scopul de a asigura protecția și sprijinul adecvat pentru cei care au căutat adăpost în țara noastră. Pentru a obține protecția temporară este nevoie de 2 etape. Prima etapă este preînregistrarea, care noi ajutăm beneficiarii, fiindcă este creată o pagină specială și uneori ei se încurcă, fiindcă acolo se încarcă datele sale și cu confirmarea unde ei locuiesc, fiindcă avem nevoie și de o adresă. După care ei, a doua parte este că merg la Inspectoratul General de Migrație, unde își iau amprentele, unde sunt fotografiați, sunt introduși într-o programă la fel specială și doar atunci ei primesc acest plastic, pare ca un buletin intern, este valabil doar pe teritoriul Republicii Moldova și cu acest plastic, cu această protecție temporară, ei pot să meargă în instituțiile noastre medicale, pot să aplice chiar și la biroul ocupării forței de muncă, adică legal să muncească pe teritoriul Republicii Moldova și desigur cine are copii pot să aplice și la studii, inițial ca ascultător, după care ca elev. Potrivit cifrelor oficiale, în perioada 1 martie-18 septembrie 2023, în sistemul informațional al Inspectoratului General pentru Migrație privind protecția temporară au fost înregistrate 22.230 de persoane, dintre acestea 16.635 de documente de identitate au fost eliberate adulților, iar 5.478 copiilor minori. Рубрика «Выборы 2023». Люди, желающие баллотироваться в избирательных округах второго уровня, мэриях, городских, общинных и сельских советах, могут подать свои документы до 6 октября включительно. Представленные документы рассматриваются окружным избирательным советом в течение не более 7 дней со дня их поступления, передает IPN. В случае местных выборов выдвижение кандидатов на должности мэра и советника местного совета осуществляется после формирования окружных избирательных советов, но не ранее, чем за 60 дней до дня выборов. Право выдвигать кандидатов на выборах имеют политические партии, зарегистрированные до дня вступления в силу решения ЦИК об установлении даты всеобщих местных выборов. Таким же образом, созданные и зарегистрированные избирательные блоки могут выдвигать кандидатов. Желающие могут подать заявку самостоятельно. Бланки подписных листов можно запросить в окружном избирательном совете 2 уровня, начиная с 29 сентября. На всеобщих местных выборах 5 ноября должны быть избраны 898 мэров и 11 058 членов местных советов. Избирательная кампания начнется 6 октября. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети. В Одноклассниках, Контакт, Facebook, TikTok, Instagram, сайт atv.md. До скорых встреч!